Я участвовал в предыдущем, в прошлом году, в форсайте, который был организован Национальной академией наук Казахстана. Я участвовал в качестве эксперта по категории науки о жизни. Конкретно я отвечал за исследования в области биологии, биомедицины и также фармацевтики. Также был включен в группу по научные исследования в области цифровизации и искусственного интеллекта, которые применимы в биомедицине. Да, я на самом деле отвечал как бы за две группы у меня было. Первая группа это была больше промышленная группа, относящаяся к фармацевтике. Вторая группа это были чисто научные кадры, то есть у меня как бы было разделение. Я думаю, у многих экспертов было то же самое, то есть у меня были вопросники немножко различающиеся для промышленности и для научных кадров, но в целом ситуация, в принципе, в ответах похожая. Тренды касательно научные последние тренды, это, конечно, та же цифровизация, которая сейчас уже заходит в медицину. Второе – это старение населения, изучение старения населения, влияние старения населения. Третье – это инфекции, борьба с инфекциями, в том числе вирусными и обычными микробными инфекциями. И также это там еще есть несколько мелких тем, те же специфические заболевания, онкология, кардиология, детские заболевания. В данный момент в Казахстане мы видим, что на самом деле бизнес не очень активно заходит в научные программы, включая биомедицину, по ряду разных причин. Но наша цель того же форсайта, и сейчас мы работаем над этим, чтобы привлечь бизнес, создать для этого условия, заинтересовать его, чтобы промышленность участвовала и частный капитал в научных разработках. В данный момент в основном все исследования проводятся в основном на государственные деньги в Казахстане, включая биомедицину. Тут есть как бы два тренда, вообще две категории. Это фундаментальные исследования и второй сектор большой – это коммерциализация. Конечно, государство и особенно частные инвесторы больше заинтересованы в коммерциализации разработок, но без фундаментальных исследований, к сожалению, не будет базы для коммерциализации. То есть если нет стабильной, хорошей основы для обычных стандартных исследований, то не будет, естественно, никакого потенциала для каких-то прорывных разработок. Фундаментальные исследования, я считаю, очень важны для Казахстана. И их нельзя игнорировать. Хотя есть такое, конечно, искушение больше фокусироваться на коммерциализации. Форсайт, одна из его исходов или результатов, это, конечно, это сформирование программ. То есть весь форсайт, он был задуман с тем, чтобы конкретно выявить проблемы, проблемные точки и по ним выстроить систему, как дальше развиваться, создавать проекты на основе тех же грантов или программно-целевых программ. И форсайт выявил эти тренды и слабые места, и там, где нужно уделить фокус государству, то есть направить средства, научные средства, финансовые средства, инфраструктуру улучшить. Для этого были созданы группы, которые конкретизировали результаты наших годового исследования, чтобы точно использовать имеющиеся ресурсы. То есть и сделать там конкретные программы для грантов и опять для программ целевых финансирования, чтобы был ощутимый результат. Да, я считаю, что до этого уже предпринимались попытки форсайта, они были под разными министерствами и государственными учреждениями, но я считаю, Академия наук в этом случае имеет ее участие положительные свойства. Прежде всего, что она стоит над всеми министерствами и организациями, то есть она находится в преимущественном положении, потому что у нее это взгляд настоящего эксперта, ее не привязан к какому-то интересу какого-то министерства. Вот почему. Во-вторых, оно дает возможность для междисциплинарного взаимодействия между различными группами. Я несколько раз подчеркивал, что когда министерство конкретно берет какую-то программу, оно все, естественно, ресурсы тянет на себя и под себя. А так как у нас много отраслей, там, сельское хозяйство, другие водные ресурсы, поэтому очень важно, что есть какой-то независимый орган, который стоит выше, который имеет все полномочия и в то же время имеет экспертизу и навыки работы в этих областях. И он может консолидировать и очень эффективно управлять ресурсами, которые существуют для появления конкретных грантов, проектов и результатов.